Все слова в этом зале сегодня о предстоящем чемпионате мира по футболу по версии КАНИФА. Наши чемпионы едут на Кипр за победой, никак иначе. Рауль Хаджимба пожелал спортсменам удачи и победы, которую ждет вся страна. Я искренне благодарен вам всем тем, кто очень трепетно относится к этому виду спорта. И этот вид спорта стал той вехой, которая позволила показать, что у нас в стране возможны вопросы объединения ради победы. В случае вашего выхода в финал, я уже говорил, несмотря на все наши трудности, я попытаюсь попасть на финальную игру. После триумфальной победы в Сухуми наша национальная сборная должна подтвердить свой титул и рассказать всему миру о том, как любят футбол в Абхазии. Я никогда не забуду тот футбол, который был продемонстрирован у нас в Абхазии с участием всех тех, кто здесь находится, тех, кто занимался тогда с ребятами. И это доставляет огромнейшее удовольствие, поднимает престиж нашего государства, при том, что не все так, как, наверное, хотелось бы в части и политического признания, вопросов экономической, финансовой составляющей. Но я горжусь, что у нас есть такие молодые ребята. Задача минимум – выход из подгруппы. Сделать это будет немного сложно, так как не всем игрокам национальной сборной удалось принять участие в нынешнем чемпионате КАНИФА. Легендарный голкипер Алексей Бондаренко, к примеру, травмирован. Есть те люди, которые не смогли приехать, это большая потеря, это Хагуш Андрик, Цвейбас Андрик. Есть травмирован у нас Леха Бондаренко, травмирован, но замена у нас хорошая есть вратаря. Кацбова здесь мальчик. Ну, все зависит от нас. Вся страна на нас смотрит. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы приехать с хорошим настроением и обрадовать наш народ. Чемпионат по футболу по версии КАНИФА пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре. Всего в турнире сыграют 8 команд, которые разбиты на 2 группы А и Б. Чемпионы мира сборная Абхазия попала в группу А к хозяевам Северному Кипру вместе с Южной Осетией и Карпаталией. Первый матч у нашей сборной будет вечером 5 июня с юго-осетинской командой. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение.